Анюта! Да, Васа Борисовна. Иди сними копии. О чем беседовали? О социализме? Социалист, видишь ли. А ему социализм как Прохору Бог. По привычке молится, а душой не верит. Ты, Краснобайству, его не верь. Нет, уж я выучена. Он за Натальей Сергеевной ухаживает. Ты, Надка, не глупа. Он и за Людочкой. Вишь, какой. Разносторонний. Доброе утро, многоуважаемая. Ну что? Весть-то невеселая. Предварительное следствие закончено, поступило к прокурору. Следователь уверяет, что смягчил, как только смог. Ну, за 3 тысячи мог бы и совсем смягчить. Невозможно. Я прочел показания этой бабы-сводни, она там пооткровенничала, как на исповеди. Значит, суд будет. Неизбежно. Наказание-то какое? Возможно, каторжные работы. Как это называется у вас? Что именно? Ну, баловство это с детьми. Растление. И слово-то какое. Липкое. А прокурор может еще смягчить. Прокурор может, но наш метит на высокую карьеру и едва ли решится. Хотя есть слух, что со стороны соучастников деяния хлопочут. Ну-ка, давайте и мы похлопочем. Предложите прокурору сделку. Мне нужно похерить это дело. Совсем похерить. Васса Борисовна, при всем моем уважении к вам и при всей благодарности за великодушие ваше, я не могу. Не в состоянии. Имейте в виду. Мне денег не жалко на этот случай. Удастся? Векселя ваши возвращаю вам. Могу добавить еще 1500, будет 5, довольно? Да, но лучше, если вы сами. Ну, это уж слишком жирно будет, чтобы я сама. Я человек грубый, прямой. У меня не выйдет. Разрешите откланяться?
пишу в суд. Ступайте. Мама Вася! Мам, мне снился удивительный сон. Для тебя ли только я, это хорошо. Нет, ну ты послушай, мам, представляешь, снится мне такое, что... Людочка, такая по обедам расскажешь. Да там Надка смеяться будет. Или еще кто-нибудь. Или я забуду. Ну ты сейчас послушай, мам. Люда, Слышь? ты лучше Лизу позови. Какая ты сегодня недобрая. Недобрая. Дурочка. Брат жалуется на тебя. Говорит, что ты замки не смазала, не слушаешь его. Васа Борисовна, не успеваю я. Одна для всех, на весь дом. Трудно мне. Дайте помощницу, девчонку какую-нибудь. Этого не жди. Терпеть не могу лишних людей в доме. Тебе помогают барышни. Платят хорошо. Пей меньше. Брат у себя? Нет, Сергея Петровича позови мне. Что тебе надо? Только что встал или спать собираешься? Что тебе надо? Обвинение твое утвердил прокурор. Не верю. Врешь. Утвердил. Я ж ему, подлецу, 9000 в карты проиграл. Я намекал ему. Еще 11 дал бы. На днях получишь обвинительный акт. После этого арестуют тебя, в тюрьму пошлют. Ай, пожадничала ты. Пожадничала. Видно, следователю мало дала. И Мельникову тоже. А сколько дала, скажи? Сколько? За растление детей полагается каторга. А ты рада? 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 У тебя дочери невеста. Кто порядочно их замуж возьмет? У тебя внук, ему скоро 5 лет минет. Лучше бы тебе, Сергей, человека убить, чем эти пакости содеять. Тебя убить следовало вот что. Твое грязное, мерзкое сердце вырвать, собакам бросить. Замотала ты меня, запутала! Не ври, Сергей. Да и кому врешь? Самому себе. Мало о чем я тебя просила за всю свою жизнь. За тяжелую, постыдлую жизнь. Пьяница с распутником. Да и сейчас прошу не за себя, за детей. Что? Что ты хочешь? Что тебе надо? Ты знаешь. Нет, не быть этому. Хочешь, на колени стану, я перед тобой. Отойди! Пусти, сказал! Прими порошок, Сергей. Уйди. Уйди! Уйди, сказал, уйди! Подумай, Сергей. Тебе придется сидеть в тюрьме. Потом весь город соберется в суд смотреть на тебя. Потом ты будешь умирать арестантом, каторжником. Страшно и стыдно умирать будешь. А тут сразу. Без боли, без стыда. Сердце остановится и как уснешь. Прочь. Иди, иди. Пускай судит. Все равно. А я в монастырь попрошусь. Схимники. Пусть постригут. А я жить буду. Буду жить.
Глупости говоришь. Прими порошок. Нет. Нет. Ничего от тебя я не приму. Ничего. Прими добровольно. А то что? Отравишь? Сергей, вспомни о дочерях. Им жить надо. За пакости отцов дети не платят. А за матерей? Бессмысленный сказал. Знай, я все расскажу суду. Как ты приводил в мой дом гулящих девок, как распутничал с ними, показывал им Людмилку с Натальей, научил их вино пить. Врешь, врешь. Это брат твой, Прохор. Этому все он научил. Это все он. Людмилку напугала, того она и кажется слабоумной, ничего не может, ни к чему не способна. А Наталья? Наталья вся в тебя, вся. Так вот знай, я все расскажу суду и людям. Страшно глядеть на тебя. Прими порошок. Нет. Из-за чего грызлись? Не знаю. Слышал только, что она уговаривала его порошок принять. Какой порошок? Наверное, лекарство. Какое лекарство? Откуда мне знать, какое? Ну и дура! Сергею никаких лекарств не нужно. Мы с ним вчера до 4 часов утра в карты играли. Да коньяком питались. Содовый порошок, может быть. Еще раз, дура! Коньяк соды не требует. Ничего не знаешь, не видишь. За что я тебе подарки дарю? Подарили вы мне. Скоро всем будет виден подарок ваш. Лучше я, чем Пятеркин. Ступай отсюда! Какой хороший день! А ты чего такой росомахой бегаешь? Растрепа. А ты знаешь, что решили судить отца? Кто сказал? Мельников? Ах, черт. Не отвертелся капитан. Вот те и Железновы. Вот те Храповы, старинная честная фамилия. Довел капитан наше судно. Ой, будет срама. Ну, может, оправдают? Да дело не в суде. Дело в позоре. Сейчас такая мода. Ежели богат, значит виноват. Несчастные мы люди, богатые. Ну и ничего нельзя сделать? В Америку бежать, куда все остальные жулики бегут. А подкупить суд? Да пробовали. Пробовали. Сестра не 1000 на этом посеял. Полиции дано. Следователю дано. Не вышло, значит. Ай, теперь мне городским головой не быть. А тебе с Людкой женихов даже со своим приданным не найти. Эх, идиотка. Мать? А кто ж еще? Она не идиотка. А на кой черт вышла за капитана этого? Вы уговорили, он приятель ваш. Я? Я добродушный человек. Артист в натуре. Я по молодости мечтал в оперетке комиков играть. А он по морям плавал. Эх, важность. Да мало ли дерьма по морям плавает. Она его любила. Да поди ты к черту. Это не любовь, когда девка от своего стада отбивается. Ежели дворяне на цыганках и актрисах женились, то это нашему сословию не указ. Кто это тебе не указ?
Да мы тут с Натальей. Видите, что тут? И с Натальей. На, ты иди скажи, чтобы чаю дали мне. Сказали бы сразу, что мешаю. Да, мешаешь. А чай я еще не пила. Ты чего кричишь? Закричишь. Суд-то не удалось отвести. Ты девицам, погоди об этом говорить. Я им сама скажу. Наталья знает. Она и сказала мне. А ей кто? Сын Мельникова. Он интересный. А нам скучно. Подруги все хворают, не ходят к нам. Ты, Ледок, иди-ка, помоги Лизе убраться в комнатах. Да что ты меня все гонишь куда-нибудь? Я с тобой хочу побыть. Ну, дела, Людок, хозяйство. Хозяйство, хозяйство. А для дочери и времени нет, ни минутки. Ну, за ужином расскажешь. От этого всего. Я знаю, что ты сейчас дядю Прохора будешь ругать за то, что он папу распутным зовет. Ну, распутный это не обида. Распутный распутывает. Вот я всю жизнь распутываю путаницы разные. Ты шутишь. Я знаю, кто такой распутный. Вон, дядя Прохор, распутный. Лизу беременной сделал, папу ругает, не любит его. Сочиняет, сочиняет. Не любишь. М? Почему не любишь? Дядя тоже пьяница. Его любишь? Ну, полно, полно. Пьянство, болезнь. Источник премудрости. А отца полюбила я, когда мне еще не минуло 15 лет. В 16 обвенчались с ним, а в 17, когда была беременна Федором на праздник в Троицын день, облила мужу сапог сливками. Заставил слизывать сливки языком с сапога. Слезала при чужих людях. Вась, ну зачем ты рассказала? Он веселый был, забавник. Шутил? Наталья, а помнишь, как ты коловоротом дырку в переборке просверлила и забавами отца любовалась? Помню. А потом прибежала ко мне в слезах и кричала: «Прогони их, прогони!» Помню. Это вы домашний суд устраиваете, да? Значит, Ой, помню. ягода какая. Ну хорошо, без памяти жить нельзя. А рассказала я вам это, дочери мои, и чтобы вы замуж рано не торопились. А почему все умерли, а мы живы? Ну, умерли от того, что родились слабые. А слабые родились от того, что ваш отец пил много и бил меня часто. Вон, дядя Прохор знает. Да. Бивал. Он бить учился на матросах. Поэтому бил основательно. А ты почему не женатый? Я? Да я с женой прожил 4 года. А потом понял, на кой черт мне это? Зачем свои лошади, когда хозяева есть? А Федор будет жить с нами? Ну, вылечиться будет, конечно. И Рошель? Много спрашиваешь, Наталья. И любопытство это твое нехорошее. Васа Борисовна, Сергей Петрович, Ну что, зовет? они, кажется, померли. С ума сошла! Уже ноги трясутся.
Надка, иди посмотри, что там. Иди, говорю. Если помер, значит, судить некого? Иди, говорю. Прохор Борисович, как же это? Что, как же? Он ведь совсем здоровый был. Было нет, может, обморок. Прохор Борисович, давеча порошок-то. Что тут плетешь, а? Вы же сами приказали все вам говорить. Что говорить? Что видела, что слышала, о том и говори. Ты выдумала! Выдумала! Пошла прочь! Иди вон! Действительно. Да. Кончился. Совсем здоровый был. Мы с ним до 4 часов утра. Коньяк пили. Мне тут Лизавета сказала. Порошок-то ты ему. На изжогу жаловался. Соду просил. Сода. Сода? Дядя Сода. Прохор, ты ужасный. Папа умер, а ты смеешься. Тихо, Люська, тихо. Богатырь ты, Вася. Ей-богу, богатырь. Ты чего еще полетешь? А ну опомнись, дурак! Все, все. Ну вот, рассказала я вам, как мужья с женами в старину жили. Страшно жили. И глупо очень. Ну вот почему люди несчастные, а, Вась? По глупости несчастны. Ну почему несчастны, не знаю, Людок. Да говорят, да я и сама видела, что умные-то хуже дураков. Ага, если принять, что богатые умнее бедных. Богатые, конечно, умнее бедных, но живут дрянно и скудно. Это верно, Вася Борисовна. Ну, значит, нужно жить в бедности. Ну а ты попробуй, поживи. Выйдешь замуж за бедного, приданого я тебе не дам. И будешь на 40 целковых в месяц. Попить, поесть, гостей прикормить. Детей заведете на эти же деньги. Я детей родить не стану. Зачем несчастных увеличивать? Действительно, зачем в самом деле? Я тоже замуж не пойду. Я лучше путешествовать буду. Ботанические луга, оранжереи. Революцию всю эту переделать надо. Браки всю жизнь, все. Вот и займись, переделай. Революция. Революция, вся эта ваша вспыхнула, да и прогорела. Один пепел остался. Эти революционеры научат тебя, как за 40 целковых в месяц хозяйствовать. Вон один пришел ко мне. Штаны все рваные. А ненавидно гляжу. Жена его в театре вся в золотишке блестит. Ну а ты куда, Петеркин? Пока не знаю, я, может быть, на флот вернусь.
В матросы, значит. Ну, это пока не решено. Ну, решай. Ладно. Пообедали, побаяли. Идите к девушке к себе. А ты, Анаса? Пятеркин, ступай. Понял, понял. Боюсь испортить мне хлыщ от девок моих. По-моему, они от скуки занимаются им. После смерти Сергея Петровича Наташа очень мрачная стала. И, конечно, слухи эти. А слухи живут? Да. А ты слухам веришь? Нет, Васа Борисовна, меня только самоубийство Лизы смутило. Не могу понять, почему. Такая славная была, жила у вас с детства, все любили ее. Это Прохоровый день. Она жила с ним. Пришлось. А разве не веришь, что Лизавета в баню горела? Немногие верят. Ты чего? Ну? Ну, говори! Там женщина. В эту пору. Какая? Трудное имя. Моисеевна. Кто? Анна, ты девицам ничего не говори. Я им сюрприз. Хорошо, Васа Борисовна. Поля, самовар подай. Ну как? Привыкаешь? Думала, мне только девицам служить, а у хозяйки будет своя горничная. Прохору Борисовичу лакея надо. Я за ним ухаживать не могу. Пристает? Такой бесстыдник невозможный. Вот сейчас гуляет в одной нижней рубахе. Что это он, Анна Васильевна? Ненормальный. Алкоголик. Я очень благодарная вам. Дом хороший. А люди? Плохие, хочешь сказать? Я людям не судья. Сама судимая. Хошь ее оправдали, а все-таки в тюрьме сидела. К тому же говорят, что до меня горничная повесилась в бане. А это ложь. Она угорела в бане. Готовила баню и угорела. Беременная она была. Она еще и беременна. Какие у вас волосы ужасные. Даже нисколько. Пощупайте. Точно у льва? Вот. Это верно. Так все говорят. Кто все? Ну, знакомые. Да и вообще люди. И что же вы тогда передо мной на коленях стоите? А нравится мне перед вами на коленях стоять. Вот я бы перед мужчиной никогда бы на колени не встала. А вам это не требуется. Это мужчина должен перед вами на коленях стоять. Вы можете делать с мужчиной все, что угодно вашему любопытству. А я не хочу и не буду. Ну, в этом ваша воля. Не по своей силе, Пятеркин, дерево ломишь. А ты не ревнуй. Как знать, все может быть, все нужно попробовать. Если Васса узнает о твоих разговорчиках, От кого узнает? вылетишь из дома в минуту. Ты не скажешь. А Людмилка тогда поймет обстоятельства игры, когда поздно будет. Ты, главное, мне не мешай. Мешать мне у тебя расчета нет. Ты свой барыш аккуратно получаешь, а меня, может быть, завтра выгонят. Но тогда и твои дела пошатнутся. Мне-то что? Однако видеть тебя в числе хозяев, как будто и обидно. Пятеркин, иди.
Желаю вам счастья на сей день и до конца века. Услужливый какой. Все-таки-то она поосторожней с ним. А что он мне может сделать? Ребенка он тебе может сделать. Здравствуйте, Васа Борисовна. Ну, здравствуй, Рошель. Ну, как ты, откуда? Из-за границы. Все же паспорт, ну, значит. Смелая ты, молодчина. Федор как? Правду скажи. Федя Васа Борисовна безнадежен. Угасает. Доктора говорят, ему осталось жить месяца 2-3. Сгорел Федор Железнов. А как мой Коля? Сгорел наследник мой. Коля спит? Коля-то? Не знаю, наверное, спит. Можно взглянуть на него? Нельзя. Почему? А его нет здесь. Он в сосновой роще. Родители его плохим здоровьем наградили. А далеко это? Ну, верст 60. И как мне туда добраться? Тебе не надо туда добираться. Он тебе зачем нужен? Я решила отправить его за границу. У меня там сестра замужем за профессором химии, детей у них нет. Так я и думала, что Рошель потащит сыну свой круг. Не дам я тебе Кольку, Рошель. Не дам. Как это? Я мать. А я бабушка. Свекровь тебе. Ты знаешь, кто такая свекровь? Это всех кровь, родоначальница. Дети мне руки мои. Внучата пальцы, поняла? Я не понимаю вас. Колю я тебе не дам. Да этого не может быть. Ты подумай, что ты можешь сделать против меня. Революционерка беглая. Неужели вы воспользуетесь моим положением? Не верю. Вы отдадите мне сына. Я сделаю так, как решила. Нет. Не ори. Да что вы, зверь? Не ори, говорю. Внук мой, наследник пароходства Храповых и Железновых, единственный наследник миллионного дела. Но ты подумай, Рошель, что ты можешь дать сыну? Тебе революцию раздувать надо, мне хозяйство укреплять. Тебя будут гонять по тюрьмам, по ссылкам, а сын будет в чужой стране, у чужих людей. Примирись, Рошель. Не дам я тебе Колю. Да, в конце концов, вы можете это сделать. Вы даже можете выдать меня жандармам. Могу. Все могу. Да чем можно тронуть ваше звериное сердце? Я опять звериный. Я тебе скажу, Рошель. Люди-то хуже зверей. Хуже. Я-то это знаю. Ты, Рошель, умная. Может быть, я неоднократно жалела, что ты мне не дочь. Возможно, даже говорила это тебе. Ночевать у вас можно, что ли? Ну, а как же? Оставайся. Девочки будут рады видеть тебя. Они тебя любят. А Колю я тебе не дам, так и знай. Это мы еще посмотрим. Выкрасть попробуешь.
Ой, ну ладно. Давай чай пить. Поля, самовар подай, да девиц позови. Вот ведь как мы встретились с тобой, Рашид. Да, неприятная встреча. Ну а что делать? Рашенька моя приехала! Рашенька, Рошель! Ну ты почему не писала? Ей здравствуй, она почему? Люда, да ты совсем не изменилась. Все такая же милая. Даже как будто и не выросла за эти 2 года. Ну она-то... Ой, я постарела. Ну, садись, рассказывай. Как Федор выздоравливает? Нет, Федор плох. Зачем же ты тогда уехала от него? За сыном, за Колей. А я не даю его за границу. Рашенька, милая, наш Коля, он такой взрослый стал, такой умный. Представляешь, у нас есть сосновый лес, и там мы Девочки, каждое утро... Идемте чай пить. Я тебе потом все расскажу, Рошель. Давай расскажи, как ты живешь. Удивительно хорошо. Вот видишь, весна. Мы с Васькой начали работать в саду, войдешь в него утром. Такая красота. Еще у меня есть книги о садоводстве. Учусь, развиваюсь. Значит, счастливо живешь? Удивительно хорошо, Рошель. Да, мне даже стыдно. Ну, а ты, Ната? Я тоже удивляюсь. Рахиль! Как же ты пожала! А вы все такой же. Да не хуже, не лучше. Все со своими козырями. Веселитесь. Ну так, капитан помер. Так я теперь для славы семейства за 2 гуляю. А он давно хворал? Капитан? Да он в одночасье. Пав, и со святыми упал. Дядя, перестаньте. Это какое-то безобразие. А ты не учи меня, молода еще учить. Федор-то как? Жив? Жив? Плохо. Да, плохо. Нестойкое потомство железного. Мы Храповы покрепче будем. Ну, что тут делаете? Чай пьете? Чай пьют только извозчики. А серьезные люди утоляют жажду чем? Вином! Вот, Натка знает. У меня такой портвейн есть. Прохор! Сейчас приду. Какой смешной, правда? Он все больше пить стал. И Натку учит. Уже научил. Ната! Ну да, мне очень нравится вино. И опьянение мне тоже очень нравится. А ты прибавь, обить меня некому. Обидеть-то меня некому. Наталья, Вы велели прибавить, я прибавила. времени нет у меня из тебя черта выгнать. Хочешь жить по-благородному? А сама свинья свиньей. Зато свиньи хороших пород очень ценятся. Вот так и живем, Рашид. Плохо живете. И эта жизнь вполне заслужена вами. Мной? Врешь. Не только вами лично, сословием вашим. Ну вот, поехала.
Рошель, живи с нами. Сына будешь воспитывать. Вон девчонки мои, они тебя любят, ты сына любишь. Есть нечто более высокое, чем наши личные связи и привязанности. Ну, знаю. Дела есть, семья, хозяйство. Вот оно! Ну-ка, давайте отнесемся серьезно. Вася, разреши угостить. Ну что в самом деле, сноха явилась. Ну вот, другое дело. Васа Борисовна, к вам письмо. Спасибо. Ну вот, у меня скандал. Арестовали баржу. Идет приказчик, погрузил кожу без санитарного осмотра. Поеду. Ну вот, у меня скандал. Арестовали баржу. Поеду. Поехала речной полиции взятку давать. У нас речная полиция, разбойники. И сухопутная тоже. О. Вот так и живем, Рошель. Полиция обижает. Вы уже городской голова? Решил поживу вольным казаком. Казак-то вы невольный. И от выборов отказались из трусости. Да чего Натка любит обижать меня? Молодая, а уже ведьма. Хотя она права, я человек осмотрительный. После смерти капитана... После смерти отца пошли слухи, что мы отравили его, чтобы не позориться на суде. Глупости какие! Вот именно, глупости. И дело это паскудное было прекращено прокурором. А дядя испугался слухов, подумал, что не выберут его городским главой. Довольно, Натка. Как я не люблю все это, Рошель. Разговоры и всякое такое. Ой, зато она бисквиты с вареньем очень любит. А тебе завидно, что люблю. Ты злишься, потому что у тебя аппетита нет. Ела бы больше, не злилась бы. А вот и неправда. Правда. Нет. Да. Нет. Да. Так, нет. Вот что! Давайте-ка пошлем все это к чертовой матери. Сочиним небольшой кавардак, покуда хозяйки нет. Людка, зови Петеркина! Ха-ха! Вот это хорошо. Рахиль, я тебе сейчас такого плесуна покажу. Рошель, а ты когда к сыну поедешь? Васа Борисовна не хочет отдавать его мне. Ну, это она правильно. Тебе сын при твоей беглой жизни ни к чему. А ты требуешь, что подала. Не будет отдавать, выкради. Да-да, выкради, увези, спрячь. Рошель, ты же видишь, какие мы все. Да не могу я это сделать. Почему? У меня есть другое дело, более серьезное. Серьезнее сына, да? Зачем же ты тогда родила его, если у тебя есть другое дело? Зачем? Да, это моя ошибка. А какое дело? Постой! Рошель, выкрасть это дело! Вот сестре вилка в бок будет. Мы с Наткой тебе поможем. У меня Петеркин есть. Он архиерею украдет, не то что мальчишку.